Председатель Меджлиса Ильми Умеров сегодня вышел из психиатрической больницы. Для так называемой экспертизы его принудительно удерживали в течение 3 недель. Крымско-татарский политик страдает болезнью Паркинсона и сахарным диабетом. Из-за нарушения режима питания и приема лекарств у него ухудшилось зрение. Украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное производство против тех, кто незаконно удерживал Ильми Умерова в психиатрической клинике. На входе в психиатрической больницы Ильми Умерова встречают жена и дочь. После сильного международного давления на российские власти его отпустили. Однако уголовное дело еще не закрыто. Из больницы Ильми Умеров едет к зданию суда, где рассматривают дело Ахтема Чигоза. Отпустить Ильми Умерова требовали США, Евросоюз и большинство самых влиятельных правозащитных организаций. Принудительное содержание в больнице напомнило миру советскую практику карательной психиатрии. Оккупантам хорошо известно, что у Ильми Умерова болезнь Паркинсона, сахарный диабет и после операции на сердце. Ему необходим особый режим и уход. Несмотря на это, его почти месяц уничтожали психушки. Так называемая экспертиза доказала, Умеров психически здоров. Однако выписку на руку не выдали, приобщили к ходатайству следствия. Экспертиза проводилась путем собеседований. Задавали, в общем-то, однотипные вопросы. Когда родился, как учился. Иногда переходили на политическую позицию. Спросили, по какому поводу возбуждено уголовное дело. Я сказал, что я советовался с адвокатами и могу на этот вопрос не отвечать. Однако обозначил, что я не признаю референдум мартовский 2014 года и все решения, которые связаны потом или приняты со ссылками на этот референдум. Ильми Умеров называет принудительное содержание в больнице пыткой. Я думаю, что у них на самом деле тоже не возникало сомнений в психическом состоянии в отношении меня, но им надо было придумать какой-то метод воздействия. Их задача, чтобы крымские татары, члены Меджлиса, в том числе Ильми Умеров, перестали говорить о проблемах своего народа, перестали говорить о том, что крымские татары не признают юрисдикцию России в Крыму. Я думаю, что они потерпели фиаско. Украинская прокуратура Крыма открыла уголовное производство в отношении лиц, которые незаконно направили Ильми Умерова на принудительную так называемую психіатричну експертизу. Кримінальне провадження за фактом безпідставного та незаконного присвоєння владних повноважень та незаконне поміщення до психіатричного закладу. Максимальна санкція статті за даним злочином, саме за статтею 151, передбачає до 4 років позбавлення волі. Направлені матеріали даного провадження до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності. Адвокат Марк Фейгин заявил, что защита намерена добиться снятия с Умерова обвинения за так называемое посягательство на территориальную целостность России. Дело либо в отношении Ильми Умерова будет закрыто за состав преступления. Честно скажу, я очень скептично настроен. Можно ли вообще добиться подобного в нынешних российских условиях при отсутствии независимости суда? Второй вариант, я уже о нем говорил, это политическое разрешение ситуации с возможностью реализации идеи амнистии в отношении крымских татар. Из такой, в общем, казалось бы, для российской власти ничтожной ситуации с экспертизой психолого-психиатрической возникла проблема международного уровня. По большому счету, Кремлю в условиях кануна осуждения санкций в отношении России, которые как раз были приняты из-за оккупации Крыма, это не нужно. Сегодня мы одержали маленькую победу, но впереди еще большая война, и не только нашей семьи, но и всего нашего народа, говорят родственники Ильми Умерова. Ведь в России и оккупированном Крыму в тюремной решетке еще остаются крымские татары и украинские активисты. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.